Более 100 особенных детей, достойных счастливого детства, проживают сегодня в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района в единственном госучреждении данного типа в Якутии в Республиканском детском специализированном доме социального обслуживания. Сотрудники детского дома здесь не просто решают задачи по социальному обслуживанию детей-инвалидов, они заменяют им родителей и становятся самыми близкими друзьями для своих воспитанников. Глава этой большой семьи Оксана Гнилевская в должности директора детского дома находится уже не первый год. Живем тем, что мы продолжаем социализироваться, интегрироваться в общество. Мы открыты, к нам приходят гости, мы учимся, развиваемся, растем. Мы посещаем образовательные учреждения, дошкольные учреждения, культурно-массовые мероприятия района, спортивные мероприятия. С приходом нового руководителя и новой команды жизнь воспитанников и работников дома-интерната изменилась кардинально. Это и новый подход к социализации, и открытость деятельности, и вовлечение воспитанников в ту жизнь, которая проходит за забором казенного учреждения. Во-первых, самое большое, то, что мы сделали, колоссальное, огромное, чего не было вообще в истории детского дома, а нашему детскому дому исполнилось 85 лет, это то, что мы открыли двери. Мы их не просто открыли, мы их распахнули. Мы ломаем стереотипы. Мы показываем, что в нашем доме не живут дети, у которых есть диагнозы, а здесь живут особенные дети, у которых те же самые потребности, что и у нас с вами. Открытость – это самое большое, что мы сделали. Далее это наши большие шаги, скачки. Мы врываемся в жизнь Нерюнгринского района. Мы выходим, мы заявляем о себе. Не тихо, а очень громко. Наши ребята занимаются моделингом в Центре развития детей, юношества и творчества города Нерюнгри. И вот за 3 года наши дети покорили подиум не только Нерюнгринского района, но еще Самары. Мы участвовали в международном инклюзивном конкурсе дизайнеров и моделей. Мы привезли гран-при. В Самаре нас заметили и пригласили в Китай. В 2025 году мы посетили Харбин и привезли 2 гран-при «Наши особенные дети». То есть это говорит о многом. Мы сломали стену, ребята стали увереннее в себе, открытые. Ребята не боятся выходить за территорию детского дома. Мы стерли ту грань еще, что когда мы выходили, ребята, наверное, прятали глаза, потому что не принимались обществом. Сейчас мы идем с открытыми глазами широко, с расправленными плечами и идем дальше. Несколько ребятишек детского дома-интерната уже обрели новые семьи. Остальные пока только мечтают об этом и верят, что они когда-нибудь обязательно будут жить в настоящей, дружной и любящей семье, ведь никогда не поздно изменить судьбу тех, кто еще не нашел своих родителей. И для этого двери Республиканского детского дома-интерната всегда открыты. Нас еще не полноценно приняли. Мы идем, а нас знают. Мы ломаем стереотипы, как вы сказали, да, на нас по-другому смотрят, а по-другому смотрят за счет того, что начиная с 2023 года, с 1 июня, мы делаем День открытых дверей. Теперь он у нас традиционный. Если в 2023 году у нас было 370 человек, в 2024 больше 1000, а в 2025 мы не смогли посчитать, сколько. И многие жители Нерюнгринского района, когда к нам приходят впервые, они признают то, что они даже не знали, что есть такое учреждение на территории Нерюнгринского района. Да. Пока мы врываемся. Хотя бы то, что о нас знают, да, уже то, что о нас знают, мы заявили о себе. И нас не боятся приглашать. Говорит уже о том, что мы идем правильной дорогой, и в ближайшем будущем будет все совершенно по-другому. Как говорится, один в поле не воин. И все поставленные задачи, все планы и проекты, направленные на всестороннее развитие дома-интерната и улучшение жизни его воспитанников, Оксане Валерьевне помогает команда единомышленников, понимающих важность и нужность своей работы. В декабре 2022 года, когда я перешагнула порог центрального входа учреждения, у меня не было своей команды.
У меня не было своей команды, и она подбиралась в протяжении 2–2,5 лет. Я приглашала людей, те, которые близки мне по духу, но далеки от социалки. Вот кто сейчас работает в моей команде, они никогда не работали в социальном учреждении, они не имели представления, что есть особенные дети. Не по шаблону работают, а думают сердцем. Мы подобрались идейные. У нас одна идея, у нас одни планы на будущее. Это те люди, на которых я могу опереться. Ну, кто в теме, что ли, со мной, со всеми переворотами. Кто не боится делать перевороты. По такому принципу подбиралась команда. Одно из самых важных направлений – это в первую очередь медико-социальная работа, которую по приглашению директора возглавил настоящий профессионал своего дела. В данное учреждение я попал по приглашению непосредственно Оксаны Валерьевны. Она пригласила меня занять должность заместителя директора по медико-социальной работе, настроить работу именно по медицинской части, улучшить взаимодействие между Нерюнгринской социальной районной больницей. Вся наша работа как раз-таки строится на то, чтобы дать качественную жизнь нашим воспитанникам. У многих воспитанников установлены такие действительно очень страшные заболевания, которые начинаешь читать, и бывает даже, что и мурашки по коже пробегают от таких диагнозов. Но это наша работа как раз-таки помогать таким детишкам, чтобы их жизнь была лучше. Я хочу отметить, что действительно персонал, который работает в нашем учреждении, это люди, которые пришли даже не по призванию, а по зову сердца. Вот это так, скорее всего, будет правильно сказано, потому что это те дети, которые требуют настолько такой отдачи, отдать себя. Нужно отдать себя, чтобы детям дать лучше, вот таким вот образом, как работа в учреждении на самом деле очень тяжелая, и скажу, что даже, может быть, и не каждый смог бы работать в таком учреждении. Потому что каждый день видеть воспитанников, которые так тяжело больны, и которым даже некоторым мы не сможем помочь в плане медицинском, потому что у части детишек в основном паллиативный статус, но мы делаем все необходимое, наш персонал великолепный, который все для этого делает. Ну и, конечно же, помощь непосредственно нашего руководителя Оксаны Валерьевны, которая действительно является, так сказать, локомотивом нашего учреждения, который через все сложности, через все трудности пробивает дорогу в жизнь. В результате совместных усилий всего медицинского персонала становится возможным наблюдать положительную динамику развития детей с проблемами здоровья. В учреждении работаю 3 года, начиная с января 2023 года. На должность сюда меня пригласила Оксана Валерьевна. Я думал долго, честно говорю, я долго думал, потому что никогда у меня не было в подотчете столько коллектива, такого огромного. Поэтому приезжал много раз, смотрел учреждение, смотрел детей, оценивал свои возможности, смогу ли я потянуть такую работу. По итогу я принял решение, что я сюда приду, и мы вот уже 3 года сплоченной командой работаем здесь в медицине. Благодаря Оксане Валерьевне у нас есть новые медицинские приборы. Она нас отправляет постоянно на обучение, мы везде квалифицируемся. Приезжают к нам новые специалисты сюда, которые нас учат, например, тому же пастуральному менеджменту, как правильно выкладывать детей, как правильно его кормить. Мы в этом уровне постоянно совершенствуемся. Совершенствуется не только врачебный персонал, но здесь работа очень большая проводится с младшим медицинским персоналом. Потому что 24/7 находится, к сожалению, не врач с ними, а младшая медицинская сестра, которая знает ребенка намного лучше и по каждому, грубо говоря, его чиху. Не так кряхтит, значит, не так лежит, значит, что-то уже пошло не так, и она знает. Поэтому здесь работа тоже проводится. Случайных людей здесь не бывает. Здесь люди отдают заботу детям. Лечим не только, как говорится, таблетками, но и именно взаимодействием с ребенком, отношение хорошим к нему. Поэтому страха у детей прям такого перед медицинским работником у нас нету, как в поликлинике. Нельзя, конечно, немножко так тавтология, наверное, получается, но тем не менее, что наш медицинский персонал, он может подобрать к ребенку подход, чтобы это было и безболезненно, и комфортно, а самое главное, эффективное лечение.
Сотрудники детского дома здесь не просто решают задачи по социальному обслуживанию детей-инвалидов, они заменяют им родителей и становятся самыми близкими друзьями для своих воспитанников. И у каждого свои причины работать в доме-интернате. В первую очередь это Оксана Валерьевна. С ней я знакома уже давно. И при встрече нашей мне была предложена эта должность. И зная этого человека, я, не сомневаясь, бросила свою карьеру педагогическую, 23-летнюю, и пошла работать вместе с ней. Уже 4-й год. Я не жалею. Я поменяла сферу деятельности. Ну и идти об руку с таким директором, с таким руководителем очень интересно, здорово. Да, действительно, наше детское учреждение непростое. Но здесь находятся наши детки, которые настоящие. Они особенные, но они настоящие, искренние. И с ними работать вдвойне интереснее. Были такие моменты, когда я слышала про этот детский дом. Я знала, потому что какое-то время работала в СКШИ, и ко мне даже ходили эти детки. Первое было у меня впечатление, что это больные дети. Больные дети, но полностью это мнение изменилось после того, как я переступила порог этого учреждения. И когда эти замечательные детки просто обнимались, здоровались, улыбались, целовались, полностью мнение о том, что они больные, у меня исчезло. Это особенные, хорошие дети, и стереотип мой разрушился. Первое звено принятия ребенка в детский дом – социальная служба, через которую проходит каждый ребенок. А в последующем каждое подразделение детского дома в отдельности и совместно решают комплексные задачи по оказанию квалифицированной психолого-медико-педагогической помощи детям. Выдернули из зоны комфорта, и все, жизнь заиграла новыми красками. Стало прям все интересно. За последние несколько лет, то есть продвинулся по должности, сейчас занимаю должность заведующего отделением социальной службы, руковожу отделением сопровождаемого проживания нашего учреждения, то есть это социализация наших ребят, скажем так, в обществе. Да? То есть первые ребята, кандидаты на сопровождаемое проживание, заехали у нас в отделение летом 2025 года. Вот, по сегодняшний день ребята прошли полный курс обучения, и сейчас мы идем на социализацию. Это трудоустройство, ребята у нас работают в управляющей компании дворниками в поселке Серебряный Бор, и также посещают все возможные мероприятия, участвуют во всех мероприятиях города. Вот. И со стороны могу сказать, что у ребят глаза горят. Ну, скажем так, руководитель наш, Оксана Валерьевна, очень идейный человек. То есть идеи рождаются, бывает, и в 12 ночи, и в 2, и в 3. Просто приходит сообщение, завтра отрабатываем какую-нибудь супер идею. Все, на следующий день идет генерация, мозговой штурм, и все. И сообща воплощаем это в кратчайшие сроки. То есть сроки у нас всегда сжаты. То есть буквально на раскачку времени никогда нету. Сказали, придумали, сделали, выпустили. Как-то так. Возможность реализации программы сопровождаемого проживания появилась благодаря помощи главы поселка Серебряный Бор, предоставившего в оперативное управление просторную благоустроенную однокомнатную квартиру. Ребята своими силами сделали ремонт, была куплена современная мебель и бытовая техника, и первые участники программы справили новоселье и начали обживаться. Все, для меня это было потом самое легче. Разные готовить. Мы готовили разные каши, мы все делали. Если я уверена, я хочу жить и дальше. Жить одному, что я уже смог сам себя обслуживать.
Результаты слаженной работы команды действительно впечатляют. Одним из больших и важных событий, инициированных Оксаной Валерьевной Гнилевской, стал межрегиональный форум «Жизнь без границ», который прошел в столице Южной Якутии впервые. Форум собрал представителей социальных учреждений из 7 регионов России. Это реабилитационные центры, дома социального обслуживания, центры наставничества и многие другие организации, работающие с детьми, которым нужен помощь и уход. Дорогие друзья, я думаю, что именно это слово можно применять сегодня, обращаясь к вам, потому что мы с вами единомышленники. Единомышленники – это не просто те люди, которые работают в одной сфере деятельности, но это люди, которые объединены одной целью. Участники форума посетили все социальные и детские учреждения Нерюнгринского района и ознакомились с их деятельностью. Также прошла встреча в формате «Круглый стол. Сила в единстве». Темы для обсуждения были самые разные. Очень здорово, что мы все здесь имеем возможность поделиться опытом. У нас у всех достаточно большой опыт и экспертиза в этой деятельности. Наша организация, например, работает с 2012 года. И начинали мы работать как раз с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. И мне есть чем поделиться здесь с коллегами, в том числе опытом работы инклюзивного подросткового пространства, куда приходят подростки нормотипичные, подростки с инвалидностью в том числе. И для меня очень важно услышать то и узнать, как работают другие специалисты, как работают другие организации, как устроено межсекторное взаимодействие, как работают благотворительные организации в Якутии. Поэтому я считаю, что такие форумы обязательно должны быть, и благодарна за то, что имею возможность сюда приехать и рассказать о себе. Участники перенимали опыт учреждений Нерюнгринского района и делились накопленным опытом реализации своих различных программ с применением новых методик и технологий. Мы приехали с двумя задачами. С одной стороны, поделиться опытом именно на конференции, теоретическим, с коллегами. И второе, мы приехали в Серебряный Бор поработать со специалистами с детьми, именно предметно, с точки зрения помощи, адаптации детей и поддержки такой коррекционной, потому что у нас уже был с ними опыт работы онлайн, и мы делали диагностику детей и помогали специалистам в поиске каких-то инструментов, дальнейшего движения, как с детьми заниматься. То есть у нас здесь две задачи на самом деле. И поделиться опытом сообщества, потому что мы работаем в разных регионах, у нас разные дети, и мы работаем как с государственными учреждениями, так и с некоммерческими, и мы очень много работаем с родителями. Не только сделать пребывание воспитанников в доме-интернате еще лучше, еще комфортнее, безусловно, дать детям не только кров, еду и необходимый медицинский уход, но и создать условия для всестороннего развития и социализации, работа над этим идет не прекращаясь, и планы самые грандиозные. В ближайшие дни начинается строительство нового корпуса. Новый корпус более 3000 квадратных метров, который будет не той типизации, к которой все привыкли. Комнаты, игровые, санузлы. Это будут помещения, жилые комнаты. Жилые комнаты, кухня, прихожая, кухня-гостиная и 2 спальни в одной секции. Будут жить ребятишки там в возрасте от 4 до 18 лет, в ком есть потенциал. То есть мы отойдем от группового воспитания детей и перейдем к домашнему, если можно так сказать. Понятно, что оно не домашнее, но как дома, да, что будут взрослые и наши ребята, которые будут с азов начинать то, что упущено временем, да, в связи с такими жизненными обстоятельствами. Ребятишки будут учиться ухаживать за собой, вести быт в своей маленькой квартире на 4 человек. Значит, корпус рассчитан на 45 койко-мест. Проживать будут детки в возрасте, еще раз повторюсь, от 4 до 18, в ком есть потенциал. Диагноз у нас у всех один, но к ним еще есть много сопутствующих. Кому мы не можем помочь, но можем облегчить его жизнь, они останутся в старом корпусе, ребятки. А ребята, кто может себя обслуживать и в дальнейшем сможет не приобрести, а получить свою квартиру,
и жить самостоятельно. Вот будет программа тренировочного проживания. Это ближайшее будущее. Кроме развлекательной и образовательной программ, в доме-интернате ведется большая работа по введению в реабилитацию детей всех возможных новых технологий и методик. Так, однажды в детском доме поселился новый хвостатый житель – щенок золотистого ретривера, будущая собака-терапевт. Вообще, давайте подчеркнем прям жирной прям полосой. Вот уверенно на все 200 могу сказать, что мы единственные в Российской Федерации, у кого есть собака-канис-терапевт, собака-терапевт, которая обучена и сертифицирована. И у нее есть канис-терапевт, который с ней работает. У собаки-терапевта есть кинолог, зоопсихолог и есть ветврач. Вот вся вот эта команда, которая работает с нашим пушистым другом, золотистым ретривером, и в принципе собака-терапевт, практика только это наше учреждение, больше в России нет. Есть собаки, которые живут в учреждениях, но у них нет ни документов, ни обучения, ни навыков работы с особенными пациентами, да, с такими, как наши воспитанники и ребята. Ребята очень безумно любят Ясуру. Ясура – это огроменный стимул к какому-либо действию. Если у ребенка ограниченная функция в движении, да, и когда приходит инструктор адаптивной физической культуры на занятие, на урок, да, по расписанию, ребенок может отказаться. Сказать, что ссылаться на плохое самочувствие, например, либо сегодня нежелание работать, то Ясура двигает детей к активности, когда она только появляется, допустим, в кабинете АФК, либо в группе, начинается такая бурная активность у детей. И даже кто сегодня не идет по расписанию на занятия, участвуют в процессе все. Эмоциональные процессы активирует Ясура, двигательные процессы побуждает к занятиям, к развитию, к общению. Ясура у нас в учреждении уже 1 год и 3 месяца. Конечно, ребята ее знают, любят и ценят. В планах расширить присутствие в доме-интернате представителей фауны. С собакой мы решили не ограничиваться, потому что, знаете, когда чего-то нет, этого очень хочется. Ты делаешь все для того, чтобы это осуществилось. И когда у тебя уже появилась собака, о которой ты мечтал, ты обучился на канис-терапевта, ты хотел, чтобы твое учреждение было первое в этом направлении, все случилось. Интерес же пропадает, нужно же что-то новое. И как-то так получилось, я даже не могу сейчас вспомнить, как бы разговоры шли, да, просто шутили с коллегами, терапия лошадьми, да, давайте построим, здесь у нас дельфинарий, дельфина еще заведем. Но это просто были шутки между коллегами, да. Стёб, наверное, над директором, над повернутым, который любит всех животных. И ипотерапия. Ипотерапия – это же большой конь, за которым нужно ухаживать, да, которому нужно в зимний период в наших суровых климатических условиях стойло, это сено, да, это много финансовых вложений, на которые у нас нет возможности, нет средств, нет возможности содержать. И, наверное, я бороздила просторы интернета и наткнулась на мини-пони. Но это не пони. Это особая порода лошадей, которая выведена в Аргентине много-много лет назад. Высота ее в холке достигает до 60 сантиметров. И порода называется фалабелла. Это очень умная лошадь, которая дрессируется таким же образом, как и собака. То есть у нее такой же нрав, как и у собаки. Это друг детей, взрослых. Даже лошадь породы фалабелла в Аргентине принимала участие в социализации слепых людей. Как есть лабрадор, поводырь, так же и фалабелла использовалась в этом качестве. Так вот, теперь моя мечта, чтобы в нашем учреждении была лошадь породы фалабелла. Конечно, сбываться таким грандиозным планом помогают в том числе неравнодушные жители, для которых помощь не пустой звук, не просто красивые слова, а реальное желание сделать жизнь комфортнее тем, кто в этом действительно нуждается. Конечно, есть люди не только в Нерюнгринском районе. География наших друзей
от Калининграда до Владивостока. А кого мы не знаем очно, нам помогают заочно. Нерюнгринцы вот после первой организации Дня открытых дверей, это 1 июня 2023 года, у нас стало очень много друзей. Прям очень много, громадное количество. Люди видят, кому помогают, зачем помогают, и что эта помощь, которая оказана, идет действительно по назначению. Безусловно, каждый ребенок достоин тепла, любви и счастливого детства. И несмотря на все усилия сделать жизнь воспитанников дома-интерната максимально полноценной, ничто не заменит теплоты и душевности настоящей семьи. А вообще очень хотелось бы, чтобы к 2030 году, я понимаю, что это все мои фантазии, но этого очень хотелось бы, чтобы в детском доме, сейчас нас 118, осталось 50 детей. Чтобы дети нашли свои семьи. Учреждение – это хорошо. Это замечательно, это хорошие сотрудники, да, это качественный уход. Но каждому нужен свой значимый взрослый. Любовь, забота, и тогда же все получится по-другому. Вот это мечта. Чтобы к 30 году нас наполовину стало меньше. Чтобы нас увидели потенциальные родители, опекуны, кто решился бы, несмотря на сложности диагнозов, принять ребятишек в семьи.